Ребят, хочу попробовать подъемник, который я придумал. Не знаю, может в интернете есть, но мыслишки в голову пришли такие, что здесь я под бревно домкрат ну никак не засуну. И один вариант как-то как этот реечный домкрат, хей-джек или что там, наподобие этого что-то сделать. И помните, я зимой покупал вот этот швеллер, но я тогда не сказал для чего. И смотрите, что я сделал. Вон. Вот смотрите. Сам приварил, не знаю как отойдет, нет, сварка фиг знает. Ну попробуем. Хоть вообще с места сдвинется или нет там. Так. Еще цепляется. Все цепляется. Примерно так. Так, у меня домкрат еще. Вот так. Ну, надо пробовать. Избушка тяжелая, почва мягкая. Поднимается или нет хоть? Домкрат, наверное, тонет. Немножко приподнялось и все. Надо подложить снова что-то. Так.
Если туда что-то подложить. Доска тонет. Вот в чем дело. Начала поднимать. Все работает, оказывается. Все четко. Так. 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 Что ты ломаешься? А в принципе поднимает. Немножко страшно. Блин, в одиночку все равно такую работу делать. Главное, чтобы мой этот, как его, моя сварка, чтобы выдержала. О, блин, гнилой. Да что там с бревном-то? О, все. Бревно не выдержало. Все, хана. Выдергивает бревно. Да. Все хорошо начиналось, потихоньку, но что-то не то. Что-то чувствую я, надо остановиться. Потому что надо серьезно подготовиться, наверное. Но не сегодня. Блин, что-то не то. Как-то с скобами как-то, наверное, прикрепить что-то надо. О, видите как? Ну, здесь в углу видно бревно сломалось там. Из-за гнили, может, из-за чего. Вот так вот. Пока не понимаю, как, где вот. Как же быть-то?
Ну да, выходит. Это бревно там сломалось и выходит. Начало выходить. Он дернет оттуда. 100 пудов. Вариант хороший. Задумка хорошая, в принципе. В принципе, вполне достаточно этой доски. Он, если вторую доску подлиннее поставить, там он будет поднимать. Это поднимет. Это 100 пудов поднимет. На бревна-то гнилые. Бревна уже все. Я думал, но что-то... Или все-таки надо зимой этим заняться. Пока почва мерзлая. Пока почва мерзла, надо тогда, вот, чтобы здесь криминально все, почва была еще железобетонно все было. Потому что сейчас эта доска уходит вниз, и, блядь, это бревно вот гнилое. Ёб твою, здесь работа тоже. Ой, блин. Да, как мне писали, лучше, Олег говорит, новую избу построить. Действительно, как подумаю, я вот такие нижние венцы менять здесь, в Балакине. Может, действительно не трогать вообще. Во-первых, если я прослужит это лет десяток, наверное, еще прослужит эта изба. А потом на дрова спилить и все. А вместо него новую избу построить. Из валежников, из сухостоя. Быстрее и дешевле получится, чем, блядь, возни. Здесь уже, считай, это бревно надо поменять. Первое бревно, второе бревно поменять. Ты это-то еще крепишь. Пипец, блядь. Ладно, сейчас вечером я просто как Чапай буду думать, что делать. Я люблю вообще думать. Делаю, конечно, бывает ошибаюсь, много чего переделывать приходится, но люблю я думать, анализировать, а потом уже... А эта фишка, ребят, что я показал, вот это, вот присмотритесь, имейте в виду и сделайте как я. Легко поднимает. Но, блин, это бревно вот просто там сломалось и начало он выходить. Он просто вот выйдет и может домкрат вообще улететь. Как-то связать вместе с колбами как-то и потом поднимать, может быть. Ладно, пока оставлю, пока сегодня этим я не буду заниматься. И скосилась как. Вышла, блин, зараза. Вышла, зараза. О, пипец. Точно. Если бы там не сломалось, он бы поднял. Блин. Так. Еще второй вариант, который вот возможно попробовать, это спилить вот это бревно, вот это, и уже с этой стороны вот эту поднять. Тарарай, тарарай. Возьми, блин, с этими нижними венцами, конечно. Так, давайте чердак еще покажу вам. Вот. Вчерашние шнур асбестовый, вообще он сырой. И этот, фу, блин, смолой пахнет. Здесь вот так вот придумал.
Короче, конусообразно такой вот сделал трубу, как бы сужается снизу, чтобы не вытекало ничего. Туда я тоже раствор глины туда напихал, земли этого, и ништяк вроде получилось. И вот, ребят, имейте в виду, в тайге вот эта штука, блин, очень помогает. Очень помогает. Но вот понадобилось мне кусок жести. Вот он сгибается легко. Алюминий не гниет, ничего. И вот я на скорую руку вот так сделал. Не знаю, поможет или нет. Ну, пока так все оставлю. Вот. Короче, соединение трубы у меня не очень так радует. Вот. Там хорошо, конечно, но вот с этой стороны вообще жесть. Я имею в виду, тут вообще, блядь, нахрена я эту канаву вырыл вообще? Не понимаю почему. Не знаю. Тут тоже все гнилое уже. Капец. Капец, капец. Или спилить да туда как-то чурку подложить, чтобы все равно провалится в этом болотине, блин. Блин, хрен. Не знаю, не хочу даже думать сегодня об этом. Надоело. Кружусь, кручусь, блядь, что-то без толку. Надоело. Печка, это домой увезу, может, шалаш куда-нибудь установлю. Это времянка, которую я приваривал, показывал. Там труба. Хотел зимой на Буране приехать за ним, но не получилось у нас. Весенняя поездка. Вот. Шалаше, ну он большой, наверное, будет. Ну зато немножко подтопил и тепло отдыхать. Короче, бросаю все дела, все досконально и начну варить. Вот такой окунь и щука еще. Уху сварю. Такое наваристое уха получится, потому что много рыбы. Вот. Сварю уху и буду уху есть. А избушка пока стоит. Сколько простоит, пускай стоит. Ладно, ребят, я буду варить. Так. Не знаю, видно, не видно, ребят. Смотрите, я уже раз, два, три, четыре, пятый ряд. Ну, начал обложить эту печку кирпичами. Вот. И заодно варю уху. Уха почти готова уже. Потихоньку варится вон как. И последний штрих — это добавить надо масло. Я никакую приправу, как вы знаете, не добавляю. Вот. Ни лук, ни лавровка, ни перец, ничего. А вот эта тема. Вот эта тема, да. Это не помешает. Вот. Закинул вместе картошку и рыбу, все в кучу. Угу. Все, надо выключать. О, бля, горяча. Все. Масло мягкое уже стало. От этой жары сейчас в данный момент 25 градусов. Интересно, время сколько? Посмотреть. Так, 17 часов 12 минут. 6 час. Ёп.
Вот это да, блин. Ничего не успеваю. Надо еще в одно место сходить. Ладно. Сейчас я, наверное, это дело закончу. И мне надо сходить в одно место еще. Так, сейчас я поставлю чайник. Немножко подогрею. И буду... Это уже, считай, ужин 5 часов. Надо все бросить и отдохнуть. Ради отдыхать приедешь, а вот с утра до вечера все время что-то надо делать. Что весной, что осенью. Осенью вообще ты 10 дней на 10 дней приедешь и все время чем-то занят. Чем-то занят это охотой, в основном рыбалкой. И все время в поиске. Сейчас попробуем супец жидкое покушаем. Нормально так сегодня тоже. Как на огурцах. Чуть подостыло уже, в самый раз. Говорить не стану, но вкус какой он. Сам должен понимать. Свежая рыба. Сегодня еще плавала. И с этой рыбы вот такая вкусная уха получилась. На сегодня мне это хватит. До завтра даже. Сейчас я спокойно поужинаю. На 6 час, ну, 6 часов уже. Примерно так. Фу, тепло, блин. Двери открыто, все открыто. Не знаю, сегодня растопить, нет там печку попробовать. Если, скажем, затопить. Если затопить, то будет жарко. Но открытым дверью можно спать. Не знаю. Просто посмотрим. Вот, ребят. Ладно, сейчас я, как сказать, ужинаю. Скажу так, горячо еще, блин. Комарья. Но днем их вообще нету, комаров. Спокой, так хорошо днем. Ладно, ребят, я ужинаю. Ну что, ребят, вечереет. Луна даже вон там. Надеюсь, видно на экшн-камеру. Просто сижу тут, слышу, ой, слушаю-то есть пение птиц. Но их сегодня как будто меньше, чем вчера. Вчера было больше их. Может, куда-то в другую сторону куда-то улетели. А так тихо. Комаров мало пока. Днем вообще их нету. Сейчас от вечером только. Ну, с десяток так. Жужжат. У меня избушка, вон открыта дверь. Я растопил, как сказать, печку. И сегодня больше дров туда накидал. Ну, чтобы эта глина, раствор там немножко хоть подсохла. Сыро там, сырость. Потому что у меня
я обложил печку сырыми кирпичами. И я сегодня где-то щелинку открою, дверь оставлю приоткрытым, потому что сыро там. И знаете, вот чуть-чуть запах от железа, может от трубы, может от печи, от новой, полностью еще. Ну, сейчас тепло, чтобы конкретно затопить. Чайник первый раз там, чайник закипел. Долго, между прочим. Но дров не так много было, и долго не закипел. Там, думаю, все, не получится, наверное, не закипит. А потом, уже когда печка почти уже начала гаснуть, ну, основной огонь уже не стало основного огня. Наконец-то и чайник закипел. А так плита вообще огонь, там жара, блин. А почему-то вот чайник не сразу закипел. Не знаю почему. Вот это, может, мне надо найти точку, где вот больше жара. Я сперва чайник держал от трубы подальше. Думал, где вот огонь поднимается, вот именно вот там. А потом, в последнюю очередь, я передвинул к трубе чайник. И вот долго-долго не закипело. Долго. Думал, блин, фигня все. Потому что если чуть-чуть ты затопил печку и у тебя чайник не закипит, не очень так хорошо. Вот. Тяжело держать. Вот вроде не тяжело, камера там какие-то грамм весят, а когда вот на вытянутой руке держишь, и все, рука устает. И между прочим, Костя Джу, я вот смотрю, иногда бывает Костя Джу, там он как тренирует своих спортсменов, так скажем. И вот, ну, он всегда дает килограммовый гантель. Не 5, не 10 килограмм, килограммовый. И вот, давай занимайся. И спортсмены так устают, что вот вообще умирают. А Костя Джу, он, конечно, блин, пипец. Часами там прям, как его, одно упражнение 2 часа, наверное, он показывал. Люди 10 минут не выдерживают, а он 2 часа делал. Не помню уж какой как сказать, на пресс, наверное, что-то вроде бы помнится. Ну что, какие выводы сегодняшнего дня? Ну, суетился там, туда за одно дело хватался, за другое дело. День так прошел. Ну, все, конечно, я досконально, как я, что, чем я занят был, конечно же, показывать не стану. Никакие гигабайты не хватит. Хватит. Да и не хочется показывать. Вот. Но основное, как бы, поют так птицы, блин, так приятно слушать. Основное я все сделал. Пытался поднять этот угол, но сейчас темно уже. Ну как темно? Вот у нас больше этого не будет темнеть. Все. Это, считай, уже начало белых ночей, наверное, уже началось. И всю ночь так у нас будет. Завтра еще покружусь я возле этой избы. Поснимаю. Здесь надо закрыть. Ну, тут труба. Тепло, наверное, там. Комарье там жужжит. Вот, ладно. Завтра как рассветет, наверное, завтра чуть-чуть пораньше встану и по-быстрому, какие работы здесь я еще не закончил, ну так, по мелочи, скажем.
Я завтра закончу и, наверное, долго задерживаться я здесь не стану. Где-то, может, до обеда я уже отсюда дерну. И поедем домой. Вот. Я мог и сегодня уже уехать, но я еще хочу переночевать в избе, послушать эту природу, пока комаров нету, пение птиц, насладиться этим. И уже до осени я сюда не приеду. Приеду только осенью. Или в августе, и в октябре. В октябре это 100%. Это 100-200 000%. Уже охотиться. Сегодня тоже несколько штук рябчиков видел, между прочим, когда ходил там. Рябчики есть. Не знаю, погибнет, нет птица. Да, и сейчас засуха какая-то нехорошая. Черника, чтобы нормально зацвела и ягоды получились. Вот. Ладно, ребят, до завтра. Встретимся завтра. Сейчас я зайду, попью чаек и буду отдыхать. Примерно оно уже 9 часов, может 10, и не посмотрел. Вот. Дверь открытым, я слушаю пение птиц. У меня радио, ничего нету. Я наслаждаюсь природой, звуком природы. Все, ребят, до завтра. Пока.